Я вам скажу, що історія з Кримом і повернення Криму назад в Україну повноцінно як окуповану сьогодні територію більш навіть можливо легкий варіант, тому що там не було бойових дій, як на частково окупованому Донбасі. Менше крові пролито. Легко все не буває. Ми з вами живемо сьогодні в світі, коли класичні війни вже не ведуться, а ведуться гібридні війни. Тому відповіддю і захистом від гібридної агресії повинні бути так само гібридні ходи. Ну, меня, если честно, это заявление немного удивило. Ведь все это время мы слышали из уст политиков, что по Донбассу, возможно, будет что-то легче, потому что мы можем по-разному относиться к Минским соглашениям, но они есть. Есть какие-то договоренности, есть какие-то переговоры, есть нормандский формат. Донбасс Российская Федерация не признавала как субъект РФ, как она это сделала с Крымом. И тут мы слышим такое заявление от Резникова. Как это понимать? Ну, понимаете, он говорит про то, что конфликт не замешан на крови. Ну, извините, какой конфликт? Крым — это же составляющая часть, скажем, гибридной политики России. И Донбасс — это следующая эта часть. Я вам скажу больше, что следующей частью за ними может быть и Одесса, и Харьков, и там, где Россия чувствует свою силу, и есть политическое лобби таких идей. А вообще, конечно, ни Крым, ни Донбасс по отдельности России не нужны, это однозначно. Возвращать Крым будет сложно. Если мы говорим про Россию как субъект политики, то для России они про это декларируют уже давно, вопрос Крыма закрыт. А почему нельзя создать площадку, скажем, переговоров, как есть в Минске? Потому что Россия ни при каких условиях на эту площадку не придет. То есть ее туда просто невозможно будет ничем заманить. Следовательно, если не с кем разговаривать, то это будет платформа осуждения. Она нужна в любом случае. То есть давление за глаза — это тоже давление. Но с Россией никакого диалога не удастся наладить. С другой стороны, с Россией диалог — это как диалог со стен. Мы это видим в Минске, то есть это абсолютно не имеет смысла. Вот, может быть, именно в таком контексте господин Песников про это говорит. Но так или иначе, вот насколько это заявление имеет подкрепленными какими-то действиями, или, я не знаю, возможно, какая-то стратегия есть под этим заявлением? Боюсь, что нет. Боюсь, что это то, что мы хотим, по какую стратегию построить. И мы, понятное дело, выстраиваем эту крымскую платформу. У нас есть союзники, в частности, господин Реджеп Тайип Эрдоган. То есть это Турция, наш близкий партнер в плане отношения, скажем, к оккупации Крыма. Но давайте не обманываться. То есть здесь все-таки стоит говорить о том, что Крым будет вернуть тяжелее, если мы говорим про конкретно то, что Россия будет существовать как государство. Если мы в каком-то сценарии, возможно, в будущем, допускаем развал России как государства, где будут субъекты федерации отходить один за другим, там какие-то процессы начнутся в самой стране, и после этого действительно возможно будет просто возвращать отдельные территории, так я вам скажу, что и Донбасс тогда вернется очень просто. Но мы же не можем рассчитывать только лишь на распад Российской Федерации. Стоит рассчитывать только на распад Российской Федерации вот на данном этапе. И делать все возможное, наверное, для того, чтобы этот распад случился. Потому что если этого не произойдет, ну давайте просто померяем военный потенциал. То есть Украина, конечно, я хотел бы верить, что мы можем рассчитывать на единственного союзника, это нашу армию. Но давайте не обманываться снова-таки, потому что нельзя и близко сравнивать вот то, что имеем мы, и то, что имеют россияне. То есть военная деоккупация — это тот вариант, который мы должны держать в уме. Он должен быть у нас второй или третий, но все-таки рассчитывать в первую очередь на рациональные дипломатические, политико-дипломатические методы.